Жайдың bir ғана толығына ай кезіндің адырлы ғана тонына етінде Саңгүлден таңдап bir düzgün ay Жайдары ғана селкен ай есімде. Работы у мастера сейчас очень много. До вечера нужно успеть завершить все запланированное, иначе заказ к завтрашнему дню будет не готов. Поэтому сегодня работа у нашего героя не останавливается ни на минуту. В одной руке топор, в другой кусок дерева. В этом человеке вряд ли кто-то сейчас узнает кинозвезду. А ведь он когда-то олицетворял образы великих героев. Мастер, которого вы видите сейчас на экране, актер Калык Акматов. Тот самый Акматов, который в свое время воплотил в кино образ именитого кыргызского народного акына, виртуозного коммузиста Токтогула Сатылганова. Қандай қамбай үйінде жүргеніңді айтып ырдадың, қошаматқа қой тойлы гүлгеніңді айтып ырдадың, би болуштың астында білгеніңді айтып ырдадың. 35 yaşımda oynadım. Токтогулдун жаш кезин. Мне было тогда 35 лет. Я сыграл юного Токтогула, то есть его период до ссылки, а после ссылки, когда он был уже в возрасте, роль сыграл Душанбай Долетов, мой учитель. У него я учился монологам и иносказаниям, потом я уехал на учебу. Калык Акматов пришел в мир киноискусства в раннем возрасте. В свою первую роль и роль сразу главного героя молодого Чебана Делеса он сыграл у режиссера Артыка Суюндукова в картине «Сошлись дороги». В то время отечественное кино переживало бум, которое потом назвали кыргызским чудом. Конкурировать с именитыми коллегами по киноцеху молодой артист боялся. И снялся в таких картинах, как «Выстрел в степи», «Волчья яма», «Потомок белого барса», «Наследие», «Неистовый беглец». Талант артиста вскоре заметили в Мосфильме. Режиссер Ирина Поплавская, которая уже имела успешный опыт работы с кыргызскими актерами, до этого она экранизировала айтматовскую Джамилю и «Тополек мой в красной косынке», в своей новой картине «Очарованный странник» пригласила вместе со звездами советского кино Александром Михайловым и Ольгой Остроумовой сняться и Калыку Айтматовым. Я даю Крома монету еще 5 лошадей. Я 10 даю. 20 коней. 30. 30 и седло с серебром. Седло и халат в придачу. Слушай меня, Ханджагар. Не менее успешная работа у актера после кино сложилась и в театре. Десятки спектаклей, роли главных героев. На сцене театра Акматов воплощал образы мудрецов и философов, наставника Акына Калыгула, советника Манаса Бакая и покровителя тюркских поэтов и композиторов Коркута. Турцияға Коркут атаны ойнап барып, Халдун Танер деген медалын алып келдім. За лучшую мужскую роль в спектакле «Коркут-ата» мне вручили медаль имени Халдура Танера, известного турецкого писателя. Это международная награда. Ее, говорят, даже сами турки не удостаивались. Большую сцену актер сменил на эту мастерскую. Здесь он изготавливает кылкы-яки и камузы. Госсакас менен Разаковты спектакльын коюшуп атат. Меня приглашали сняться в роли Разакова, но я отказался. Не хотел политики. Зрители один раз посмотрят и забудут. Я сказал, что буду ждать Тагайбия, Атилу. Чем там тратить время? Я лучше здесь буду делать комузы. К примеру, вот этот инструмент стоит от 8 до 10 тысяч сомов, а зарплата в академическом драмтеатре 10 тысяч. Мен ал жакта убакыт короткондон көрө мен мына жерде комуз чапканым жакшы. За свою творческую деятельность Акматов снялся в 57 фильмах. В 17 из них сыграл главных героев. А сколько спектаклей с его участием было на сцене театра, уже не помнит. Приглашает его сняться в своих фильмах и сейчас. Но соглашается он не всегда. Из последних ролей зрителям он предстал в образе Элтойду в картине Курманжан Датка и Аксакала мудреца в фильме Кокбору. Жүректің соқыры
көзсүн соқырынан да жаман. Ата бабалардан қалған жұртты барықтап, сақтап, кейінгі муындарға өткөріп беру намыской элдердин милдети. Калыку Акматову сейчас 66 лет. 50 из них он посвятил творчеству. За эти годы он получил множество различных дипломов и грамот, но ни одной государственной награды. Разве что выделили ему трехкомнатную квартиру в ведомственном общежитии при Минкульте. За свои творческие заслуги актер, впрочем, ничего не просит. И к тому, как молодые актеры, едва взойдя на сцену, уже удостаиваются высоких званий, говорит, относится с великодушием. Я никому не ходил и не просил званий, но недавно меня пригласили сдать документы. Говорят, что дадут в декабре. Но для меня звание не имеет никакого значения. Для меня важно признание народа. Меня многие узнают, вот говорят, актер Байке, подходят, фотографируются. Любовь народа — вот моя заслуга. Если у некоторых артистов любовь народа лишь отмечена указом на бумаге, то Акматову, пожалуй, подтверждать ее документально даже и не надо. Его зрители почитают и без всяких званий. Куклы в ее руках оживают. Они танцуют, поют, смеются и плачут. Благодаря Рабиге Качкыновой. В театр она пришла совсем юной, 52 года назад. Без актерского образования, без опыта. Но спустя недолгое время работы здесь она стала мастером своего дела, универсальной актрисой. Она вживается в образ каждого своего героя, будь это насекомое с писклявым голосом, рычащий грозный лев или кошка с игривым настроением. Ұрышпаймыз, талашпаймыз, дос-жулықты шыңдаймыз. Актриса вместе с коллегами объездила всю страну, и не только. Спектакли с ее участием ставились в России, Казахстане, в Монголии, Афганистане и даже в Алжире и Никарагуа. В репертуаре, ставшем практически классикой кыргызского кукольного искусства, такие постановки, как «Кычан», «Таласский охотник», «Эртуштук», «Эртабылды», «Джаныл Мырза», «Кто виноват» и «Найман Ине». Актриса болгондон кийин кандай роль берсе ошону. Какую бы роль ни дали, мы стараемся вжиться в нее, чувствовать своих персонажей. Работаю для детей, ради их улыбки. Я играла и мужские роли, отыгрывала разных зверей, насекомых, даже дерево. Играем не только для детей. Есть, к примеру, спектакль Джалила Садыкова, также для взрослых. Мне самой нравится постановка Джаныл Мырза. Примерно в 300 спектаклях, наверное, я сыграла. Работа в кукольном театре, как кажется на первый взгляд, далеко не из легких. Ежедневные репетиции, отработка персонажей забирает немало сил и времени. А вот с мизерным заработком, как рассказывает актриса, отдавшая почти всю жизнь этой работе, здесь уже смирились. Без кукол и радости детский глаз она не может. Поэтому к своим 72 годам она продолжает дарить своим юным зрителям светлые эмоции. В молодости, по словам актрисы, она получила немало международных наград, а здесь почему-то про нее забыли. Курчак театры көңүлгө алынбайт, көп теңин алышпайт. Бул эмне курчак. Кукольному театру нет такого внимания, не признают нас. Говорят, куклы что ли? За 52 года творческой деятельности я не скажу, что достигла самых больших высот, но больших наград я не получила. Не хочу врать, конечно, немного обидно. За столько лет работы обидно. Абдан өкүнүчтүү. Рабига Качкынова – мастер не только кукольного дела. Она снималась также в кино. Сыграла в таких фильмах, как «Ранние журавли», «Прятки» и «Гроза в полдень». Актриса, кстати, имеет и вокальный талант. Поет лучше, чем некоторые заслуженные певицы. Yaşlarına çıkarganımda yazır kıcırgın günderdün ay. Жизнь поэта
начинается со дня его смерти. Колдову бар алтын марка жоқ дегендей. Немало у нас в стране поэтов и писателей, чьи произведения люди читают и цитируют, но самих авторов никогда не видели. К примеру, все знают песню «Ырм Майрам» в исполнении певца Октаны Исабаева. Но кто написал музыку к ней, вряд ли кто помнит. А это композитор Бакыт Алишеров. Это он придумал мелодию к словам этой песни, которая в 2000-х не сходила с верхушек отечественных хит-парадов. В принципе, труд автора, как говорится, ну, не всегда благодарный труд. Не всегда благодарный труд. Потому что у нас профессия, во-первых, ну, говоря иными словами, закулисная. То есть мы работаем, как бы мы работники невидимого фронта. Мы не выходим на сцену, мы не поем на сцене. Многие из тех, кто исполнял на сцене музыку Алишерова, стали яркими звездами отечественной эстрады. Некоторые из них участвовали и побеждали в престижных международных конкурсах. Вот в этом году мои ребята, певцы, исполнители, они говорят: ой, қиын болды, азыр бізде немеге чакырбай калышты, могу выборларгачы, ошондо жакшы акча төлөчүлү депчи. Аларга төлөчүлү. А нам, авторам, они наши песни поют. Я говорю: жакшы болду. Кайта жакшы болду. А почему, Бакыт байке? Я говорю: а вы с нами делитесь? Вы получаете по 15, по 20, по 30 тысяч долларов. Месяц с ними ездите, да, тяжело, я понимаю. Но вы нам за эти песни платите? Или государство вам платит за эти песни? Кстати, все названные композитором-исполнители уже давно получили звания заслуженных или народных. Вы, наверное, знаете, что любой творческий человек, он живет не одним единым вдохновением, скажем, да, божественным вдохновением, а творческий человек, любой творческий человек, ему нужно слышать слова одобрения, слова поддержки. Это очень важно. От близких людей, от друзей, от коллег очень большую роль играет. Но когда это идет от государства, это как бы, ну, на официальном уровне, это значит, действительно твой труд ценится. На официальном уровне у нас наш труд не ценится абсолютно. Бакыт Алишеров написал музыку к словам более 100 песен, саундтреки к 20 фильмам. Он также автор гимна молодежи Кыргызстана, государственного языка и гимна кочевников. Не всем людям дается талант сочинять музыку, играть мастерски на сцене или писать картины. Конечно, способности творить, как говорится, природа дарит понемногу всем, но лишь исключительные могут их развить и добиться большого признания. При этом нередко происходит так, что признание это они получают не от своего родного государства, а от ценителей искусства из чужой страны. эртең менен күндүн жаңы чыгып келаткан тартканымда ушунча Кыргызстандын эң кооз жерлерин көрсөтөйүн деген. Этого художника зовут Жолдошбек Казакбаев. В своих кругах он, несомненно, человек авторитетный, уважаемый мастер кисти и красок. Но если спросить на улице Бишкека несколько прохожих, многие из них вряд ли в озвученной фамилии узнают известного во многих странах живописца. 89-жылы СССР Сүрөтчүлөр союзу уюштурулган. В 1989 году я участвовал в симпозиуме, организованном Союзом художников СССР. Тогда от Кыргызстана приняли участие 4 художника. Симпозиум проходил у нас целый месяц. Это был первый и последний такой симпозиум. Около 30 моих картин сейчас в Америке, более 30 в Турции, где-то 10 моих работ в Германии, в Японии, Дании, в Узбекистане и Казахстане есть около 30-40 моих работ. Центральное место в творчестве Жолдошбека Казакбаева занимает природа Кыргызстана. Именно в ней художник находит вдохновение. С детства любил рисовать. Это увлечение стало позже смыслом его жизни, которое принесло художнику за пределами страны немало заслуженных наград.
көргөзмөлөрдөн калбайм, жазып атабыз. Стараемся не пропускать выставки. Участвовал во многих симпозиумах. В прошлом году, например, съездил в Гагаузию. Участвовал в международной выставке, организованной Тюрксоем. Я был единственным представителем от стран Центральной Азии и Казахстана. Сейчас в мастерской художника собралось более 1000 его работ. Что-то он продает, любители его жанра приходят, спрашивают. Но есть картины, говорит он, которые очень дороги ему самому. Их он на продажу не выставляет. Есть работы, которые сейчас находятся в частной коллекции в странах ближнего и дальнего зарубежья. Ряд работ были иллюстрированы в мировых арт-журналах. Слава за рубежом, впрочем, там и осталась. На родине художника государство не признало, даже грамоту не дали. Кыргызстан кырагын көп чыгат, бирин-бири жеп чыгат дегендей, да? Сейчас звание отличника культуры получают даже уборщицы, а мне стыдно просить. Я должен бегать за ними, упрашивать, что ли? У кыргызов не ценят при жизни больших людей. Сегодня утром вот послушал песню о наследии. Да пусть пропадет оно пропадом, это звание. Не нужно оно мне. Я и так счастлив. Я могу и так заявить, что смог внести большой вклад в кыргызское искусство. Кыргыз искусствосуна мен салым коштум деп айта алам. Таких талантливых деятелей искусства, признанных народом, рядовыми ценителями, но забытых чиновниками в высоких кабинетах у нас очень много. В Минкульте, в ведомстве, которое отвечает за список награждаемых людей, об этом говорить особо не любят. Но иногда приходится, поскольку все чаще звучат вопросы. Почему одним, кто полвека шел к вершинам искусства, нет даже грамоты, а другим, кто исполнил 2 песни, да и то не свои, дают сразу звание народного артиста? В выборе лиц, выдвигаемых на присуждение наград, идет тщательное изучение работ и заслуг каждого. Как он работал, какой вклад внес, какие образы создавал, какие песни исполнил. Нельзя же просто так дать награду только за то, что он 50 лет проработал. Человек сначала должен доказать, что он действительно заслужил. Ну кому они их должны доказывать? Все, что нужно, они и так уже доказали. Разумеется, любая творческая личность нуждается в признании, а ее они получили. Признание народа. Вот что для них важнее всего. Анастасия Соболева, Каир Джейлоубекова, Джанарбек Тугдурбек Улу, МТС. Итоги недели.